Всем доброго дня. У нас сегодня в книжном клубе встреча с автором книги «30 историй о раке» Ксенией Белодедовой. Она расскажет о истории создания этой книги, о каких-то выводах после общения с участницами и поделится какими-то своими, возможно, инсайтами, да, и рекомендациями для тех, для кого эта тема может быть близка как из личной истории, так и из истории близких людей. Всем доброго дня. Я всем включу микрофон, и если что, можно будет задавать вопросы. Вот, я закрепляю картиночку. Ксения, вам слово. Благодарю Да-да. вас за то, что согласились поучаствовать. Очень рада вас видеть. Виктория, тоже вас рада видеть. Виктория приняла участие тоже в написании книги. Ее история тоже там опубликована. Ну, давайте, вообще скажите, слышно меня хорошо? Все отлично, да? Все. Давайте тогда расскажу вкратце о себе. Меня зовут Ксения Белодедова, и вот я написала книгу «30 историй о раке». По профессии я журналист, новостной журналист, и уже много лет работаю в этой сфере. В 2019 году так получилось, что у моей мамы ей поставили диагноз онкология, и я решила тоже провериться. У нее подтвердился рак груди, и я тоже решила сделать на всякий случай УЗИ. Вот. И какой же был мой шок и удивление, когда мне обнаружили там новообразование, сказали сделать биопсию, причем в этот же день. И это меня настолько шокировало, то есть я просто пришла провериться, да, как бы ничего не думая плохого, вообще думая, что я абсолютно здорова. Вот. И я поняла, что сколько людей на самом деле каждый день сталкивается с похожей ситуацией, да, когда им ставят такой диагноз, причем никакой подготовки от врача, да, там специализированной или какого-то корректного подхода, да, психологического, как ну, рассказать вот о диагнозе, да, как-то подготовить человека. У нас, ну, этого нет. Это, то есть, зависит от, как бы, ну, эмпатии самого доктора, да. И дело в том, что до этого несколько лет подряд я хотела написать книгу, но я хотела написать художественную книгу, и 3 раза я пыталась это сделать, и вот у меня никак не шло. И я подумала, что нужно искать какую-то, ну, тему. И когда я вышла ну, от врача, я поняла, что да, вот она тема, собственно, что я подумала, что бы я сама хотела получить, да, в этой ситуации, как в ситуации неопределенности, там нужно было ждать биопсию, там, 10 дней. Вот, и 10 дней просто какого-то тотального ужаса и шока, да, потому что проверяют, ну, в первую очередь на злокачественные заболевания. И вот так вот родилась идея этой книги. Я начала искать людей, которые столкнулись с онкологией в своей жизни и которые не боятся об этом честно и откровенно рассказать, ну, так, как есть. Сразу скажу, у меня нет медицинского образования, и книга моя не медицинская, вы там не найдете в ней медицинских советов, она больше психологическая. Это книга истории реальных людей, то есть это книга людей, которые могут оказать поддержку тем, кто оказался тоже, ну, в такой же ситуации, то есть кому поставили такой диагноз, может быть, другой какой-то диагноз, да, у кого, может быть, заболели близкие, потому что тоже ты не понимаешь, как бы, как общаться с человеком, как с ним взаимодействовать. Я думаю, Виктория знает про это не понаслышке. Вот. И а, поэтому, когда я, ну, написала книгу, да, и мне поступило много таких комментариев, что как я могу писать, потому что я не медик. Ну и вот я поэтому еще раз повторю, что книга это, собственно,
не медицинское, а психологическое. То есть там люди делятся честно своими историями и рассказывают, что им помогло, как бы, что их поддержало, да, и как бы каждый человек сможет найти, может быть, что-то свое, да, какой-то свой способ поддержки или себя, или кого-то близкого, ну, в данной ситуации. Вот. Написание книги заняло где-то 1,5 года. Ну, по всей России опрашивала разных людей, разных возрастов, профессий, разных регионах, и не только в России, но еще за рубежом. И в общей численности, ну, я где-то опросила человек 60-70, но в итоге отобрала вот 30 самых таких интересных, на мой взгляд, историй, которые очень зацепили, я думаю, которые могут тоже оказать поддержку людям, но оказавшихся в такой ситуации. Причем, я думаю, книга будет полезна не только людям, да, которые столкнулись с онкологией, но, может быть, просто с какой-то тяжелой жизненной ситуацией, не знают, как с ней справиться, и это тоже может помочь ну, узнать, как люди тоже в разных жизненных ситуациях с таким непростым диагнозом, собственно, как удалось победить эту болезнь, как справиться психологически, самое главное. Потому что, я думаю, для многих, и многие тоже герои книги об этом рассказывали, в первую очередь важно найти как-то внутренние силы, да, психологически справиться с диагнозом. Понятно, что лечение – это лечение, но именно те люди, которым удалось найти какие-то моральные силы, да, в себе, именно им удалось победить даже там 4-ю стадию онкологии, потому что они вот нашли в себе этот ресурс. И вот, собственно, эта книга, да, как найти в себе этот ресурс. Еще очень много мифов, да, связанные, если говорить про онкологию, очень много мифов, связанные с ней. Например, и я очень хотела их развеять тоже в своей книге, и у меня это удалось. Например, один из них, что онкология, ну, если кому-то ставят диагноз онкологии, это равно смерть. Это абсолютно не так. Это просто миф. Вот, да, и надо это понимать. Да, это тяжелое заболевание. Оно непростое, но совершенно не значит, что если, ну, не дай бог, там вам, да, или вашим близким поставили такой диагноз, это значит, что вы там или ваш близкий человек умрет, потому что онкология лечится. Я думаю, это вот важно всем понять. И я думаю, кто вот прочитал эту книгу, как бы уже по-другому начал смотреть на вот эту болезнь, да, то есть все герои книги, все они успешно выздоровели. Конечно, да, остается там риск рецидива, но это не обязательно, да, то, что он будет как бы там, ну, там 100%. Это, да, он есть, но, ну, я вот, насколько знаю, да, о героях моей книги, все благополучно живут дальше и живут такой же полноценной жизнью, как раньше. Да, им пришлось столкнуться с большими трудностями, но жизнь продолжается. Вот еще один миф, да, то, что который я хотела или как подтвердить, да, или развенчать, это про то, что есть такой стереотип, да, что в России плохо все с медициной. Вот, и онкология, ну, не лечит, надо куда-то ехать за рубеж. И, ну, на самом деле это тоже оказалось не так, потому что ну, все люди, да, с которыми я общалась, говорят, что, ну,
разница, собственно, заключается в том, что, ну, как в бытовых условиях, да, то есть там, да, допустим, в Израиле больница будет с хорошим ремонтом, там будет красиво, и условия будут, ну, там лучше, но лечение, лекарства, они абсолютно те же, да, и, собственно, и а, прогнозы для выздоровления, они абсолютно те же, и а, большинство, ну, вот моих героев, да, у людей, с которыми я общалась, они говорят, что а, ну, благодарят врачей, которые им очень помогли, они вот а, довольны российской медициной, да, несмотря на, может быть, какие-то, а, ну, не очень иногда там бытовые хорошие условия, да, но врачи им действительно помогли. Вот, и еще один вопрос, с которым мне хотелось тоже разобраться, это вот когда ставят человеку такой, ну, такой диагноз, да, это как найти своего врача. Это очень, думаю, важный вопрос, потому что врачей много, да, один может сказать один диагноз, другой другой. И я тоже получила ответ на этот вопрос. Если, допустим, два врача вам ставят разные диагнозы, да, или не могут прийти к одной схеме лечения, то нужно пойти к третьему врачу. Если три врача вам говорят, опять-таки, разные схемы, нужно четвертого. Ну, то есть нужно как бы искать врача. Ну, я имею в виду, если вот, да, какой-то сложный случай, до тех пор, пока ну, несколько специалистов не придут к единому мнению. Такое тоже, ну, было. Ну, у вот людей, да, с которыми я общалась, и я поняла, что, ну, на самом деле, не только про онкологию, да, а вообще про многие другие какие-то диагнозы, но это, наверное, единственно верный путь. Иногда бывает так, что а, один врач может сказать что-то не совсем точно, да, вот. А, И, собственно, что говорят герои, да, как пережить сложные, м, ну, такие сложные ситуации, трудные времена. И давайте я расскажу, что мне, ну, собственно, сказали люди сами, да, что советуют герои книги, которые вылечились онкологией, что им помогло. А, Совет номер один – постоянно следить за своим здоровьем. Ну, не только когда уже припекло, да, но просто регулярно. Совет номер два – ни в коем случае не паниковать. Совет 3 – не ждать чуда, самостоятельно обращаться во все инстанции. Поликлинику, онкологический центр и так далее. Ну, это вот как раз про то, что как найти своего врача, да, то есть если вас смущает диагноз, или вы там с ним не согласны, или он вызывает вопросы, обратитесь к кому-нибудь. Совет номер 4 – не изучать информацию о своем заболевании в интернете. Ну, тут главным образом совет в том, что чтобы ну, не паниковать, да, а сначала разобраться. Но и так дальше. Следующий совет – не сдаваться и не опускать руки, строго выполнять рекомендации врачей, настраиваться, что будет трудно, но вы со всем справитесь, боль будет временной, не подпускать к себе пессимистов, не думать о том, что можно умереть из-за онкологии, но это тоже про интернет, да. Даже если вам поставили 4-ю стадию, всегда есть за что бороться. Осознать, что болезнь для чего-то дана, что-то подумать, что-то осознать.
начать верить в себя, наладить отношения с семьей, учиться радоваться жизни, обратиться к психологу, поплакать, а потом собраться и начать действовать, не бояться просить о помощи, не стесняться обращаться в благотворительные фонды, принимать взвешенные решения о том, как вы будете лечиться, тщательно выбирать врача, не торопиться с принятием какого-то решения о лечении, проконсультироваться хотя бы у 2 врачей. Если их мнения будут разными, то пойти к третьему, это я уже говорила. Найти себе занятие, не бояться этой болезни, искать историю болезни, похожую на вашу, искать то, что может помочь именно вам. Ну, то есть, когда я вот общалась с людьми, да, многие рассказывали, что нашли себе какие-то совершенно новые хобби. Кто-то начал печь торты, кто-то чем-то еще заниматься. Одна девушка решила, что, ну, поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на какую-то ерунду, и она решила путешествовать. Вот. В итоге она открыла ну, свое как агентство путешествий и проводит туры. Ну, еще несколько советов. Верить в лучшее, не запускать процесс и вовремя обращаться к врачу, прожить эту болезнь, выплакаться, погрустить, повыть, не бояться врачей, делиться своими переживаниями с близкими. Вот тут тоже прокомментирую, что многие, ну, вот как мне рассказывали, да, люди, некоторые люди, они боятся рассказать о своем диагнозе, боятся реакции там, своих близких, своей семьи, и не делятся, да, вот такими своими диагнозами, но на самом деле, ну, тоже многие говорили о том, что лучше перебороть вот этот страх и все-таки рассказать и получить поддержку, потому что, да, иногда ну, близкие не смогут понять, как вас правильно поддержать, да, что вам сказать, но тем не менее все-таки рассказать это будет проще, чем нести вот этот вот груз такой тяжелый с собой. Одна женщина рассказывала, что у нее так ушла от тяжелой болезни. Я не уверена, что от онкологии, но, в общем, умерла подруга, но и она ничего не рассказывала о своем диагнозе. То есть, и вот она, как ее подруга, только узнала как бы о ее смерти. И вот для нее это было очень тяжело, что если бы она как бы знала о диагнозе, ну, как бы можно, ну, ей бы удалось попрощаться, да, что ли. И еще что говорят люди, да, какие советы. Верить, что вы поправитесь, лечение пройдет хорошо, ремиссия наступит и будет бессрочной. Держать хвост пистолетом. Верить в то, что в душе каждого человека есть великан, который зовется огромный потенциал. Не отчаиваться и не закрываться в себе. Понять, что через этот опыт прошли миллионы людей и многие справились. Ставить себя и свое здоровье на первое место. Сделать выбор в сторону жизни. Принимать любую помощь, думать позитивно и поставить перед собой одну цель – выздоровление. Хорошо кушать, всегда актуальный совет. Никогда не терять веру в себя, несмотря на любые брошенные в вашу сторону слова и диагнозы. Возможности нашего тела безграничны. И главное помнить, что рак лечится. Вот. А по поводу сделать выбор в сторону жизни, да, многие герои, тоже книги, одной женщине удалось победить онкологию на 4-й стадии, очень тяжелой. И как ей удалось, что она сделала? Она сказала,
она говорит, мне там назначили несколько курсов химиотерапии. Я примерно посчитала там, что это займет, ну, там, несколько месяцев. Я решила для себя, внутренне записала дату последнего дня окончания вот химиотерапии, и я решила, что в этот день я выздоровлю. Вот она прям, прям так и сказала, как бы прям так а, а, как бы себя настроила. И невероятно, да, или вполне закономерно, но действительно, когда закончилась химиотерапия, у нее показатели ну, практически пришли в норму, ей там оставалось еще немножко долечиться. Правда, она расстроилась, что как бы совсем абсолютно не пришла в норму, но тем не менее, да, по сути, она как бы как барон Мюнхгаузен вытащила себя за волосы из болота, и потом она там закончила лечение и благополучно выздоровела. А по поводу стереотипа, да, такого, что откуда он возник, что онкология там равно смерть. Но, во-первых, это фильмы. Во многих фильмах люди с онкологией умирают, да, как бы не знают, как убить героя. В общем, решают ему подарить вот такую болезнь. Ну, это вот, конечно, кино, да, на нас повлияло. Но не только. Еще в Советском Союзе тоже, как мне рассказала одна женщина, была такая история, да, с онкологией, что если у человека была какая-то легкая, ну, стадия, да, там первая, там вторая, то есть легкая форма, человеку, как правило, не говорили, что у него онкология. То есть врач писал диагноз в карточку, да, там историю болезни, а ему говорили, там надо пройти лечение, и многие люди проходили лечение, ну, даже не зная, что у них, собственно, была точно за болезнь, да, и не расшифровывали. Вот. А если форма была уже там, ну, какие-то последние стадии, и врачи понимали, что ну, человека уже не вылечить, да, к сожалению, то ему говорили как раз, что у него онкология, и, ну, говорили об этом его семье. И, собственно, поэтому, да, тоже возник такой стереотип, что все, онкология не лечится. Когда я вот общалась с одной женщиной, героиней книги, она сказала, когда она узнала, что у нее рак груди второй стадии, она позвонила, не поверите, но в ритуальное агентство, чтобы узнать, во сколько обойдутся ее похороны. Она уже так все прикинула, у них там была отложена сумма определенная. Вот. И когда ну, какие-то, это смутило агента, да, там, человек, который там работал, она говорит, вы не думайте, я не сумасшедшая, у меня рак, говорит. Вот. Ну, то есть вот настолько вот этот стереотип так глубоко в нас, да, она успешно вылечилась с ней, с этой женщиной, все хорошо. Но вот настолько это глубоко в голове, что вот люди, да, так думают. Вот, если есть какие-то вопросы, я готова на них ответить с удовольствием. Девочки, мальчики, у нас тут тоже в гостях. Можете включать микрофон. Сейчас я всем доступ открою. Так, вроде бы есть. Пока готовите, у меня вопрос такой. Вот все эти истории, как лично вам помогли? Вот какой основной посыл, который вам вот внутри откликнулся после всех этих интервью, который внутри вот прям включил лампочку, что все будет хорошо? Я думаю, Виктория, самое главное, наверное, то, что можно справиться с чем угодно, наверное. Нет таких ситуаций, да, как нерешаемых. И это удивительно, да, на самом деле, как люди рассказывают, как они
реагируют на разные ситуации, да, что как по-разному переживают там разный жизненный опыт. Одна там женщина, ей удалили как бы больше органов, чем было запланировано, да, и просто когда она проснулась, ее поставили перед фактом. Но она совершенно отнеслась к этому спокойно, потому что она настроилась, да, на то, что ей спасают жизнь. Вот. И, ну, это на самом деле, да, история про то, что как можно по-разному относиться, да, к тому, что с нами там в жизни происходит. На самом деле в 2010 году так случилось, попала в больницу, и где-то 2 недели там пролежала. И это был такой тоже шок, потому что это я неожиданно попала, это не запланирована была какая-то операция, да. Вот. Но на 5 лет я вообще забыла про всяческую депрессию, потому что, не знаю, быть здоровым, жить, не знаю, в своем доме, да, а не в больнице, лучше всего этого. И несмотря на то, что я лежала в лор-отделении, мы там подружились с девчонками, которые тоже лежали в палате. С некоторыми там мы до сих пор общаемся. Казалось бы, больница, да, мы там ржали просто всей палатой, к нам приходили, нас спрашивали, что такое, как бы. Вот. То есть можно по-разному относиться, да, к любой ситуации. Можно, да, можно сказать, что все, я как бы на этом мои полномочия все, там, я складываю руки, а можно понять, да, для себя, что я могу вынести, да, из этого опыта. Вот. Конечно, истории эти, ну, если вы будете читать книгу, да, сразу скажу, истории не самые простые, да, это такое, наверное, нелегкое чтение. Вот. После некоторых интервью я просто садилась и плакала, потому что, ну, это очень сильно эмоционально, да, тяжело. Но я считаю, что они очень нужные, они помогают увидеть какую-то разные стороны нашей жизни, да, и, может быть, понять кому-то, как мне повезло, да, что у меня нет каких-то проблем, да, там, каких-то сложностей. Или понять, что там даже люди вот с любым диагнозом, там, да, будь то онкология, неважно какой, живут дальше, у них все прекрасно. Виктория, как вам книга вообще? Что вы скажете? Мне тоже интересна ваша обратная связь. Вот, я хочу как раз сказать всем, я так волнуюсь, у меня же голос пропадает. Не ожидала, что у меня будет такая реакция, но я с ней справляюсь. Хотела сказать о том, что я обязательно поделюсь ссылкой на книгу для тех, кому будет это интересно. И в том числе я сама вышла на Ксению с предложением прочитать все эти истории, озвучить их. Если до этого, да, вот сейчас я читаю «Бегущую с волками», и многие истории тоже пропускаю через себя, и это волнительно, но при этом там кажется, что где-то далеко, где-то давно и так далее, а когда понимаешь, ну, во-первых, там твоя собственная история, да, которую я перечитываю, понимаю, что многие вещи где-то забылись, где-то, ну, что-то изменилось и так далее. Ну, это такой непростой шаг, но я беру на себя эту смелость для того, чтобы поделиться с большим количеством людей. Возможно, это тоже кому-то, ну, как будет каким-то подспорьем, подмогой, поддержкой в истории, ну, непростой. Если честно скажу, вот я ее купила, ну, тогда еще, и я начала читать и не смогла дочитать, потому что, ну, тоже, видимо, эмоции поднялись, и это как и с историей, которую я рассказывала про
обучение на равного консультанта, что вроде бы хочется помочь, да, но когда понимаешь вот этот шквал эмоций, и когда ты сам еще неустойчив, с этим соприкасаться не так-то и просто. Вот. И, соответственно, когда вот мы договаривались, я прослушала историю, которая на Литресе уже озвучена. Да. Мне, в принципе, было полегче слушать уже, и я поняла, что я к этому готова. Но я понимаю, что, возможно, да, это будет не гладко, не быстро, не скоро, через тоже какое-то проживание. Но я себе и всем обещаю, что я это сделаю, потому что мне вот прям самой, ну, на это идет отклик. Потому что, ну, в моей истории тоже не в личной, а именно из окружения были разные истории с подругами, которые там кого-то, к сожалению, уже нет, да, с кем-то мы взаимодействуем, и слава богу, на протяжении этих многих лет девочки живы, здоровы. Вот. Тоже разные бывают периоды, разные ситуации, мы проживаем разные, как на американских горках, не только эмоции, но и обстоятельства, связанные со здоровьем. Но вот, кстати говоря, возвращаться к тому, что было, что мы уже прожили, преодолели, это очень такой мощный ресурс. Ну, даже я вот, я сейчас как раз нахожусь в таком, был очередной рецидив, был такой очень резкий, тяжелый период. Сейчас я считаю, что он пошел на спад. Вот, но читая книгу, когда там я была совершенно здорова, именно в 2021 году, у меня там не было никаких показателей, все было хорошо. И читая эту собственную историю, для меня это тоже некое вдохновение, и я очень рада, что ее записали, именно для того, чтобы к ней возвращаться и понимать, что я уже была, да, в этой ситуации, значит, я смогу и снова. Вот, поэтому и как раз перечитывая свою историю, я там делилась книгой «Шестой сон» про историю, когда через сны человек себе там какие-то послания в прошлом и в будущем отправлял. Вот я Да, сейчас я говорю, помню, у меня да. прям мурашки про то, что книга это тоже может быть неким таким порталом для взаимодействия с историями, которые были когда-то, да, и которые могут быть вот этой опорой для того, чтобы снова встать, да, на ноги и пойти вперед. Поэтому, ну, видимо, тоже не просто так. Я, ну, и эмоционально проживала там последние несколько месяцев непростой период и там работала с онкопсихологом. И то, что мы сейчас вот так вот просто и легко там договорились, встретились, и я пока слушала, понимала, что во мне там что-то начинает бурлить, и я считаю, что это тоже не просто так и на пользу. Все своевременно, и я прям очень благодарна за этот отклик, что все у нас так сложилось. Вот, поэтому да, благодарю от души. Возможно, Да. кто-то хочет, да, что-то тоже сказать, поделиться, ну, либо вы ответить что-то. Можно я скажу? Ксения, добрый Да-да. день. А, Очень... Я, честно, не читала вашу книгу, но прям очень хочется. Я с нетерпением буду ждать ссылку. Но слушая вас, я прям вот хотела сказать, вы такая огромная молодец, что вы взялись написать о такой... Ну, это сложная очень тема, действительно. Я это тоже знаю по себе и, к сожалению, а, ну, как бы у меня еще и мама болеет, вот. Это действительно сложная тема, но вот вы сказали фразу, то, что вы написали вот эти истории, и все эти истории, в принципе, закончились хорошо. Это действительно так вдохновляет, и мне прям, я очень хочу быстрее, скорее прочитать, потому что, ну, вообще, но с этим очень тяжело жить и говорить, что я когда-то это прошла, но это, ну, немного нечестно, потому что, ну, это каждодневная такая работа над собой, над своими страхами, вот, поэтому вот, ну, как бы нам, таким людям, постоянно
нужны вот такие хорошие истории. И прям действительно такой хороший знак, что сегодня состоялся этот эфир, я узнала ваши книги, и мне скорее хочется... Я вообще, да, стараюсь читать такие всякие истории, они действительно вдохновляют, дают надежду, и я прям очень рада, немного волнуюсь, да, что мысли все. Ну, в общем, я вам благодарна. Я желаю вам дальнейших успехов. Вы такой большой вклад, я считаю, внесли в жизни не только онкопациентов, но и вообще в различных сложных ситуациях человека. Поэтому благодарю вас, желаю вам успехов, а главное здоровья. Всего вам доброго. Буду ждать ссылку на вашу книгу. Спасибо огромное. Елена, спасибо большое. Очень приятно, да. Но эта тема, да, я говорю, действительно непростая. И на самом деле я вот когда тоже решила написать, да, книгу, я решила посмотреть, а есть ли подобные книги вообще, ну вот таких историй, да, ну не медицинские именно, а больше, да, психологическая такая поддержка. И я нашла одну книгу, ну, она как позиционируется как книга истории, но, честно говоря, я не смогла ее читать. Ну, то есть, я не знаю, но она очень странно написана. Как, может быть, я не поняла, да, там как. Я поняла, что, ну, пока нету, думаю, значит, нужно ее написать, да, поскольку у меня тоже мама, как бы, ну, у нее был рак груди, да, и тоже столкнулась с этим. И я понимаю, что и не просто, да, и даже как бы если у тебя близкий человек болеет, как бы, а ты ни разу с этим не сталкивался. И вот, наверное, это вот и мне было, да, тоже такая психологическая поддержка от людей. И я очень благодарна всем, и Виктории, и всем героям вообще книги, потому что все говорили, что действительно вот такая книга нужна, такие вот истории важны. Ну, некоторые, конечно, отказывались от интервью, да, некоторые говорили, мы сами напишем. Ну, люди разные бывают, как бы не все готовы делиться, это тоже понятно, это, ну, очень такая личная штука. Но я вот тоже, вот Виктория мне предложила, да, идею эфира, я открыла тоже некоторые истории, я думаю, надо перечитать, потому что у меня, ну, невероятные эмоции, мне тоже, хотя я ее редактировала несколько раз и писала там, да, отбирала эти истории, но не просто, правда. Виктория, я вас понимаю, да, вот, конечно, тем более, как пережить такой опыт, да. Но я думаю, это, вы знаете, как если кто-то сталкивался, да, с групповой психотерапией, когда люди вот делятся какими-то похожими проблемами, и это очень терапевтично, ты понимаешь, что ты не один, как бы, да, что люди тоже с этим сталкиваются, и люди справляются. Вот, поэтому, конечно, главное помнить, что вот это вот стереотипы, да, о раке, ну, это просто стереотипы. Вот, и что как бы ваша история, она индивидуальна, а, ну, и воспринимать, ну, главное, наверное, вот я хотела, да, чтобы люди как начали воспринимать это все-таки как, ну, не простую, но просто болезнь, которая лечится. Вот, наверное, самое главное. Потому что, ну, это действительно так. А, к сожалению, там есть одна такая, ну, история, в общем, когда сейчас расскажу не очень приятную вещь, но я думаю, ее честно будет тоже рассказать. После того, как я там собрала все истории в книгу, да, мне нужно было от каждого получить подтверждение о том, что я не знала об этом, но по российскому законодательству так, нужно было получить подпись на разрешение на публикацию, ну, вот от каждого человека. Вот, и, к сожалению, я узнала, что одной женщины нет в живых, и это был просто для меня вообще дикий шок. Я ей писала, она мне не отвечала. Ну, соответственно, как бы она живет в другом городе, да, мы там лично не знакомы, мы знакомы
были только там по соцсетям. Вот. Я потом связалась с ее мужем и с ее подругой, и ну, спрашивала уже у них разрешение. В итоге муж там дал разрешение на публикацию, и мы решили, что все-таки стоит опубликовать ее историю, потому что, собственно, когда про то, что вот про тот эпизод болезни, который она рассказывала, она вылечилась. Это была 4-я стадия, она ее победила. То есть тут я как бы и она, мы никого не обманываем. А потом у нее случился рецидив, там тоже в книге про это написано. Так, собственно, что же случилось, да, с этой женщиной? Я была немножко в шоке узнать об этом. В общем, оказалось, что ее подруга близкая надоумила отказаться от лечения, представляете? Вот просто отказаться от лечения, как бы, то есть она успешно все до этого лечилась, да, проходила, и она предложила ей вместо этого только читать молитвы, вот, и перестать принимать таблетки. И, к сожалению, ну вот она выбрала такой путь, и ее не стало в скором времени, ну потому что ну, как бы, конечно, да, поддержка поддержкой, да, но как бы медицина медициной тоже, и ну, не нужно, да, если как бы врачи говорят, что там нужно пройти лечение, не нужно отказываться. Да, можно уточнить вот это лечение, то есть и, там сходить к другому врачу, да, чтобы подтвердили, что да, действительно, там, ну, вот нужно такое проходить. Но, конечно, там говорить, ну, это как вот есть, знаете, какие-то диссиденты, которые отрицают там какие-то различные болезни, вот, ну, говорить, что нет, типа, этой болезни у меня нет, ну, и это тоже не стоит, конечно, вот. Да, если у кого-то есть еще вопросы, буду рада ответить. Хотелось бы сказать еще, поблагодарить именно за книгу, как я уже сказала, да, потому что она, скажем так, близка, да, это не какие-то истории придуманные, не какой-то сценарий написанный, да, потому что я тоже искала много историй, в том числе на YouTube, я создала там отдельную папку для, ну, там, для каких-то альтернативных тоже способов, да, для каких-то историй, вот, и это тоже было как вдохновляющая такая поддержка. Потом я создала еще группу, в которой поделилась, да, этими ссылками. И там я тоже обязательно поделюсь вашей книгой, потому что, ну, я говорю, это вот не где-то там далеко, это вот здесь, и это реально, это по-настоящему, и то, что эти истории с счастливым концом, да, это прям тоже очень, очень большая поддержка. Да, еще, Виктория, вы спросили, да, что там на меня повлияло, что как бы как, да, сама книга. Я поняла, что ну, нужно как-то вообще внимательнее относиться к своему здоровью. Да, там многие рассказывали, что как бы, собственно, ну, начали там, немного работал кто-то, да, там какие-то стрессы были, и вот у меня тоже подруга моя прочитала книгу, и она говорит, слушай, говорит, надо вовремя типа чекапы делать, там вот это все, потому что, ну, потому что это важно, чтобы там какие-то профилактику, да, там, посмотреть, там, есть ли что-то наследственное тоже. Вот. Еще хотела задать вопрос про героинь. Вот если говорить про возраст, какая Мгм. была самая молоденькая, скажем так, героиня и самая взрослая? И были ли там только девушки или мужчины тоже? Нет, а были мужчины. Я специально еще искала мужчин для опроса. Возраст разный, получается, самой юной героине 15 лет, по-моему, было, когда, в общем, ее обнаружили онкологию, а самый возрастной, там, за 60, я точно не помню, но была одна женщина,
К сожалению, очень много случаев, для меня это просто поразило, да, у женщин, у которых был поставлен рак груди. Да, это вот оказалось очень такое, к сожалению, распространенное а, заболевание. Я как журналист я брала интервью у врача, как ну, давно еще у мамолога, и я говорю, а почему так, да, как бы почему? Мне он говорит, ну, ускоренный ритм жизни, много стрессов, там, курение, вредные привычки, в общем, все это. Вот, поэтому я думаю, для женщин очень важно меньше стрессовать. Ну, легко сказать, конечно, да, вот, но мне кажется, надо вот как-то больше слушать себя, да, и как-то, может быть, давать себе больше а, времени там на отдых, что-то такое, как бы. Может, мужчин не так сильно, да, конечно, и мужчины там сталкиваются с онкологией, но я поняла, что вот женщинам как-то вот прям особенно нам важно заботиться о себе. Вот. Да, еще я не сказала, что я подала эту книгу на конкурс Литрес, и книга заняла первое место в номинации «Забота о себе». Вот, А, да. И там на обложке книги там тоже маленькая такая строчка, что это книга победитель конкурса. Здорово. А, Я хотела, вот сейчас такая мысль была, и я ее... По поводу стресса. Мгм. Ну, я как еще как психолог, да, все-таки я потом получила образование. Если когда книгу писала, у меня еще не было диплома, то хотелось сказать такую вещь, что, ну вот, тоже благодаря или из-за соцсетей вот этот тренд на избегание стресса, там тоже в рабочих каких-то условиях или еще где-то, просто я через это тоже прошла, и хочется поделиться, что стремление создать себе такие идеальные махровые теплые и уютные условия, это, конечно, хорошо, но это должно быть временно, потому что мы можем впадать в другую крайность, когда все хорошо, и любой даже мельчайший там стресс, там, не знаю, как у меня это было там с ремонтом, который там был несколько месяцев у меня там очень близко, или еще какие-то вещи. Тут про то, что нужно не избегать стресса, а научиться с ним справляться, к нему либо адаптироваться, либо с ним взаимодействовать. Ну, это как конфликты, да, можно их избегать, а можно научиться и с ними, ну, их разрешать. Да, соответственно, вот рекомендация такая, ну, тоже от меня, для того, чтобы идти в то, что учиться с этим стрессом справляться и не бояться, да, потому что и справиться с болезнью, это тоже пройти через испытания, через огромное количество, через череду стрессов и с неизвестным, да, потому что, во-первых, ты на этом пути встречаешься с большим количеством и врачей, и людей, и ситуаций, ну, с которыми обычные люди не справляются в обыденной жизни, да, и это такая проверка на прочность, с которой важно справиться. И, ну вот, действительно следовать условно, когда ты находишься в неизвестности, но кто-то уже либо это прошел, либо знает какие-то последующие шаги и подсказывает, куда нужно идти, что делать, лучше следовать, да, потому что здесь получается какая-то есть определенность, какое-то понимание, какая-то опора, и когда у тебя есть видение хотя бы одного или двух шагов вперед, тут уже какое-то внутреннее спокойствие появляется. Кстати говоря, именно поиск, да, вот этих шагов, а что же там после, меня вдохновило еще на создание трансформационной игры. У меня есть как бы обычные трансформационные игры, есть для людей с онкодиагнозами. Я ее проводила для девушек именно с РМЖ, с раком молочных желез, и вот то, что у меня
рак яичников, РЯ. Вот. И, соответственно, ну, для меня это тоже, ну, я ее создавала вместе с онкопсихологом, было такое понимание, да, что условно там на этапе того, что тебе сообщают про диагноз, или даже если ты находишься в стадии рецидива, да, что после этого тоже есть шаги, и я ее, ну, первоначальное название было «Вечная ремиссия», это было как раз один из комментариев под постом, ну, это вроде бы фонд был благотворительный, и там мне пожелали вечной ремиссии. И мне так это название, да, это слово откликнулось, что я его перенесла как раз в название игры. Потом я его переименовала в «Исцеление любовью», но первоначальное тоже оставила. Поэтому знать, что впереди есть еще что-то, и что это не конец, это не обрыв, да, куда нужно просто сброситься со скалы, да, а увидеть условно где-то какой-то мостик, это прям очень такое полезное тоже подспорье, чтобы было понимание, что это не конец, это да. Ой, я и сама, если честно, не ожидала, что меня накроет волну эмоций и переживаний. Я благодарю, да, когда мы переживаем эти эмоции, значит, мы живые, да, мы живем. И поэтому от души благодарю за вот, как это говорится, что у меня зависло, за то, что вы есть, да, и за то, что вы эти эмоции во мне тоже пробуждаете. Спасибо, Виктория. А вот если говорить, вот вы что для себя вынесли после, ну, после вот заболевания, да, вот как вы сейчас смотрите на жизнь? Меня немножко выбросило, не услышала вопрос. Я хотела спросить, Виктория, вот как вы сейчас смотрите на жизнь, что вы вынесли, да, после вот этого заболевания? Ну вот, кстати говоря, я тоже тут периодически просматриваю фотографии, и недавно тоже пост на эту тему писала, что во время лечения, на мое удивление, да, я себя по фотографиям видела настолько счастливой, когда я не видела себя такой ни до, ни после. Да, это действительно про ценность жизни, когда ты вот впитываешь каждой клеточкой, каждый момент. Но проанализировав, опять же, это состояние тогда, я действительно как за воздух хваталась там встречами, какими-то мероприятиями, прям напитывалась, ну, наслаждалась в том числе. Ну, на тот момент мне это было интересно, и мне это действительно вдохновляло, мне ну, как-то помогало, да, вот этот день проживать полноценно. Но спустя время я поняла, что это тоже условно, ну, как бы не вся наша жизнь, нет смысла только там за какие-то развлечения цепляться, что в целом жизнь, она вообще в каждом моменте, и наслаждение там и той же тишиной, и с кем-то разговором, и вкусным каким-то обедом, приготовленным с собой, да, или кем-то, или там погодой, да, разной наслаждаться. Ну, действительно, наша жизнь состоит из мгновений. И часто мы это забываем, особенно вот когда начинается какая-то интенсивная жизнь, да, либо какой-то проект, либо отношения, либо работа, либо ну, еще что-то, да, мы можем, конечно же, отвлекаться, но есть даже практики, да, и благодарности, когда мы утром можем писать за то, что там в предыдущий день, чему были благодарны, или наперед, да, благодарить. Поэтому тут про ценность жизни и про выбор себя. Действительно, вот даже если говорить про телесные какие-то отношения именно к телу, тоже из недавнего такие мои инсайты про то, что уйдя в духовность и в альтернативные практики, про которые я тоже говорила
я немножко, скажем так, отлетела от реальности, да, я соприкоснулась с этим состоянием бессмертной души, это все классно, но теперь моя задача соединить, да, вот это телесное и духовное, потому что, как бы выбрав остаться жить, да, моя задача все-таки адаптироваться в этом теле, в новом, и к тем условиям, да, которые постоянно, особенно за последние 5 лет, да, меняются очень интенсивно, и научиться жить, да, даже при этих условиях, несмотря ни на что, да, потому что это мой собственный выбор. И если говорить, опять же, про мелочи, там, для кого-то это может быть незначительно, а для меня это стало таким важным моментом. Ну, например, если раньше в офисе там, наверное, это у многих происходили такие войны из-за тепла и холода, да, там по поводу кондиционера или окон, можно, с одной стороны, ругаться, можно увольняться, да, а можно как-то позаботиться, там, не знаю, теплее одеться, создать себе какой-то свой микроклимат, да, для того, чтобы не перекладывать вину на других, да, не злиться на весь мир, когда все какие-то условные, да, или как будто бы хотят зла, а именно чувствовать себя, потребности своего тела. Да, можно уходить оттуда, где некомфортно, может быть, небезопасно, но при этом, если есть большое количество плюсов, где хочется остаться, да, есть там какие-то выгоды или польза, то стараться, ну, как-то взаимодействовать с собой и создавать для себя условия, чтобы здесь и сейчас мне было хорошо. Наверное, вот это про это. Потому что за вот этот период у меня еще была такая интенсивная жизнь, у меня было несколько переездов в разные страны. Вот, и оказалось тоже, что переезд после смерти это такой очень сильный, точнее, ну, страх, да, смерти и страх переезда, это вот два таких сильных. И как раз-таки еще переезд это тоже очередной такой стресс сильный. Вот. И когда ты понимаешь, что, ну, мне об этом говорили еще там 20 лет назад, да, о том, что куда бы ты ни переехал, ты везде везешь себя с собой. И вот это как бы перезапускание каждый раз как будто бы с нуля, ты понимаешь, что у тебя, да, есть какие-то похожие паттерны поведения, какие-то там установки, убеждения, принципы, да, которые тебе, с одной стороны, могут помогать, а с другой стороны, могут мешать. И вот когда ты тоже наблюдаешь, анализируешь за собой и понимаешь, что, да, наверное, вот здесь я там, ну, не совсем права, потому что вот именно в черте характера, там, может быть, под влиянием воспитания у меня было такое, типа, я права, а все остальное как бы неважно, да, и действительно признавать в себе какие-то ошибки оказалось не так страшно, и не так страшно их как-то, наверное, ну, как бы искать новые способы, да, взаимодействия с собой и с миром. Это такой, ну, интересный опыт. Но, опять же, с учетом того, что, да, у меня вся эта история уже 13 лет длится, да, и у меня разные были ситуации, и так как я в этом еще нахожусь, видимо, жизнь меня продолжает обучать, где-то я, может быть, как туго лобый баран, чего-то не понимаю, но продолжаю искать эти ответы. Вот, поэтому ну, взаимодействие с другими людьми тоже открывает, в том числе, глаза на какие-то вещи. Где-то я там продолжаю стоять на своей позиции, но, опять же, наверное, стало помягче, условно, если я что-то выбрала, да, там, те же альтернативные направления, ну, я, наверное, перестала быть такой настойчивой в убеждении других, да, что им нужно там попробовать хотя бы или идти по этому пути, потому что действительно у каждого путь свой, и каждому помогает свое. И вот, кстати говоря, тоже, ну, когда вы говорили, у меня было вот такое ощущение поделиться вот этим состоянием, что
который я ощутила на себе, что пока вот все это лечение происходило, как будто бы тебя брали вот на мягкую подушку и несли. Потому что даже несмотря на какие-то сложности, да, какие-то непонимания, какие-то вот непринятия, опять же, да, после каждой химии там был ну, когда ты получаешь результат и понимаешь, что ничего не поменялось, естественно, там были разные эмоции, от истерик потом до уже принятия. И я для себя, во-первых, сделала еще вывод такой, что вы правильно проговорили, что эти истории могут быть полезны не только там с онкологией, но и с другими заболеваниями. И я для себя тоже, с одной стороны, сделала такой вывод. Есть куча разных хронических заболеваний, да, с которыми человек может жить. И если это не мешает какой-то повседневности, к этому тоже можно адаптироваться. Да, как бы можно выйти вообще, ну, как бы я знаю людей, в том числе там своих коллег, практиков, которые через разные методики вышли в полную там ремиссию и абсолютно здоровы. Вот. Но если происходит таким образом, что ну, что-то не получается довести до идеала, да, там не нужно быть перфекционистом, а просто договориться с собой, что если это не мешает, там, условно, жить, ходить, там, какие-то действия делать, соответственно, просто позволить себе, ну, жить и так, да, и искать способы, ну, что еще возможно. Да? Ну, вот это тоже такие мои наблюдения, которые для меня открылись. Да, Виктория, наверное, я бы хотела закончить такой историей. Вот вы классно сказали, да, действительно, бывают хронические заболевания, да, там бывают рецидивы, чего только не бывает. И вот одна из героинь книги, ей, получается, удалили одну грудь и поставили имплант. И она рассталась, у нее были там сложные отношения, и она рассталась там с молодым человеком, и она была свободна, то есть на тот момент, когда мы там с ней общались, и она говорит, да, конечно, сейчас там моя грудь выглядит по-другому, да, и кого-то там это может смутить, как бы, но если это кого-то действительно может смутить после того, что я прошла, но это просто не мои мужчины. Вот, и у нее сейчас все хорошо в личной жизни, она встретила молодого человека, вот они вместе путешествуют по этому миру. Так что, да, жизнь продолжается, даже если вот так, даже если была операция, да, что-то случилось. Вот, хотелось бы закончить, да, на позитивной ноте такой. Вот. Я, в общем, я сама решила тоже книгу перечитать, потому что я давно это не делала. Вот. Ну, здорово, что и у вас появилось вдохновение на то, чтобы соприкоснуться. Я как раз Ксению спрашивала, хочет ли она писать, ну, как бы продолжение истории этой. Вроде бы у нее новые вообще есть идеи. Вот, но то, что есть желание перечитать, это тоже здорово. Возможно, там есть какие-то ответы и подсказки. Ну да, еще, Виктория, вы правильно сказали по поводу, каждому помогает разное. И вот это тоже книга про это, да, что кто-то нашел для себя, там, кто-то уволился с работы, кто-то, наоборот, не увольнялся, кто-то нашел новое, кто-то продолжает там, заниматься там, тем же, чем занимался. Но это не важно, мы все разные, как бы, и помогает нам, соответственно, разные. И главное, чтобы просто мы нашли что-то свое, вот и все. Да, еще хочется сказать, что именно позитивный настрой, он вот лично мне помогал во всех этих испытаниях. И сейчас просто образ, я вспомнила женщину, с которой мы вот под капельницей сидели, ей было 82 года. Она такой живчик. Она, ну, рассказывала о том, что она все время была заводилой, которая там устраивала танцы, какие-то сборища и так далее. И вот, ну, так как она еще с того, да, с начала того века, у нее было настолько вот жизнь в глазах, да, что вот было ощущение, что она действительно бессмертная, потому что она уже столько испытаний проходила, да, и еще пройдет не одно. И, кстати говоря, вот женщины, которым уже там
за 50, 60, 70, 80, которых я встречала там на просторах коридоров, и я тоже об этом говорила в книге, что именно они для меня были вот этой точкой, да, за которую можно схватиться, что проходит там 30 лет, 50 лет после постановки диагноза. Да, они ходят, наблюдаются, да, они там следят за своим здоровьем, но они продолжают жить, они чувствуют себя прекрасно, и это вот, наверное, самое такое основное, что постоянно говорила о том, там, я в санаториях женщин встречала, такие хохотушки, они подружки, веселушки. Ну, для меня вот эти встречи были просто шикарные. Я этим женщинам просто тоже от души благодарна, что они пример и показатель того, что все возможно. Да, Виктория, спасибо большое, что пригласили. Вам я желаю здоровья и процветания только. Спасибо вам, что вы согласились дать интервью, да, и тоже поучаствовали в этой книге. Это так здорово, я очень рада. Спасибо вам, что вы пришли, откликнулись, посвятили время, рассказали, поделились. И тоже, хоть мы не говорили ничего, да, про вашу конкретную историю, не знаю, насколько вы готовы про нее говорить, но от души желаю тоже крепчайшего здоровья вам, всем членам семьи, чтобы последующие истории, да, которые будете создавать, все-таки тоже были вдохновляющие, но без каких-то трагичных собственных, да, историй, чтобы это все было как-то с поддержкой, да, внутренней, через любовь, да, через изобилие. Наверное, про это. Вот, я всем, кто нас сегодня слушает, тоже от души желаю здоровья. Кто поучаствовал, тоже благодарю. Сохраню обязательно эту запись, там выложу, если у вас есть тоже YouTube, в YouTube поделиться, да, чтобы можно было вашим контактам. И я обязательно поделюсь книгой, потому что, ну, считаю, что она может действительно быть для кого-то сильной опорой. Пускай внешней, да, нам важно внутреннюю развивать, но внешне это тоже очень сильная подмога. Да, Вот. спасибо большое всем слушателям, что пришли. Все, спасибо. Всё, всем хорошего дня и до скорых встреч. Всем До пока-пока. свидания. Мгм.